Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях. Символ национальной гордости и величия. Южная Осетия отмечает День государственного флага. Люди заслуженные, настоящие патриоты своей страны. Государственных наград удостоен ряд сотрудников ведомств, министерств и организаций. Мотивы народов Поволжья порадовали жителей и гостей Южной Осетии. На сцене Госдрамтеатра с аншлагом прошел концерт ансамбля песни и танца «Волга». Нейтральный статус не препятствие для блестящего результата. Осетинский спортсмен Заурбек Сидаков стал трехкратным чемпионом мира по вольной борьбе. В республике сегодня отмечается День государственного флага. История государственного флага отражает важные этапы жизни народа Южной Осетии. День государственного флага Южной Осетии – это праздник, объединяющий общество на главных ценностях – патриотизме и национальном самосознании. Этот праздник вызывает в нас чувство гордости за свою страну, за наших соотечественников, героев ушедших и ныне живущих, отстоявших наше право на мирную жизнь на земле предков. На главной площади столицы сегодня, в День государственного флага республики, прошла торжественная церемония поднятия главного основополагающего предмета национальной символики. Под национальный гимн военнослужащие роты почетного караула пронесли символ республики, после чего флаг был водружен. В знаменательный день с поздравительной речью гражданам обратился президент республики Алан Гаглоев. Бело-красно-желтый триколор олицетворяет собой величие нашего Отечества, символизирует национальное единство и преемственность поколений. Он является воплощением нашей государственности, самосознания нации и ее незыблемых духовных ценностей, укрепляет наш патриотический дух и отражает многовековые традиции, которые мы пронесли через века. Благородство и духовную силу, мужество и нравственную чистоту испокон веков присущие нашему народу. Наш флаг – это святыня. Он зажигает в сердце каждого из нас самые светлые чувства, вселяет гордость и восхищение за нашу славную историю, объединяет стремление нашего народа сохранить свободу, оплаченную высокой ценой. Прошел 31 год со дня постановления об официальном символе Осетии о принятии бело-красно-желтого флага. Впервые осетинский триколор был применен в 1989 году, а 13 января 1992 Верховный Совет уже принимает закон о государственном флаге. Неразрывными узами с национальным флагом связаны героические страницы новейшей истории республики, теперь уже и государства Алания. Под этим флагом шли в бой за независимость лучшие сыны народа. Ценой больших потерь, одержав победу во имя справедливости, отметил президент. Осетинский триколор поднимают на международных спортивных соревнованиях, на которых с триумфом выступают наши спортсмены. Сегодня под нашим флагом осетинские воины, не щадя жизни, борются с фашизмом на Украине, отстаивают нашу историю, наши ценности. Родной флаг объединяет, вселяет в них неиссякаемую силу и непоколебимую веру в победу. Уважаемые друзья, уверен, что наш флаг будет вдохновлять нас идти только вперед, создавать и развиваться во славу Алании. Празднование Дня государственного флага продолжилось музыкальной программой. Выступили Вано Бекоев, Вадим Харебов, Нина Гатикоева, Марта Харебова и Сослан Хасиев. Гордость национальной эстрады. Торжественный выход символа национальной культуры государственного ансамбля «Симт» как нельзя кстати соответствует настроению этого дня.
Юные артисты ансамбля «Ирон» светлое настоящее и надежное будущее нации своим ярким колоритным выступлением поздравили посетителей торжественной церемонии. В завершении под звуки государственного гимна на центральную площадь вынесли огромное полотно национального триколора. Агунда Губозова, Александр Кукоев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. Флаг – древняя святыня, наряду с гербом и гимном является национальным символом. Символом, с которым граждане Южной Осетии выстояли в самые трудные времена, с которым шаг за шагом приближались к своей независимости. В государственной символике Алании отражаются сила и благородство осетин. Трехцветный символ нашего государства отражает главные ценности национального самосознания. О нем нам расскажет Елена Газаева. Сегодня, 19 сентября, в Южной Осетии отмечается День государственного флага. Важное событие для жителей республики. День государственного флага в Южной Осетии считается одним из значимых праздников. Ранее в октябре 1989 года состоялось общенациональное представление остинского флага – бело-красно-желтого триколора. Произошло это на праздновании 130-летия великого Костахи Тагурова в родовом селении Нар. Тогда еще никто не предполагал, что знамя, которое родилась в недрах общественно-политического движения Адамон-Нахас, станет государственным символом, официальным атрибутом для обеих частей Осетии. ما در هفته اومه آلخات در ابون در پرازدیک میدک فلاگ باستم نوی فلاگ آل کسی بستن در کزغنه که یخی ترسا یخی گیر بامه و مختار ارتان خد برزینات که سارستان ما کد بانمات توی نورست خد برزینات و دفست من وجدونه در زونه ابون استر برگونو سون در استر برگونو ما ابون برگونی در سون برگونی در مفنده ما ایرستونن زخون Жители республики отмечают, что государственный флаг является не только символом независимости и государственности, но и олицетворением национальных ценностей и исторического наследия Южной Осетии. Белый цвет флага символизирует мир и чистоту, красный – смелость и борьбу, а желтый – богатство и процветание. Nehda, na bucinad na hafta zagandari nevazdanzi, farandarzi, sexardarzi, emadze berkatari, mavin san kana, وی امتکای na وود قدل اما نبست اتساق فارر زورک کیو و مگس کمرن استرسانی گیاترسا. Жители Южной Осетии гордятся своим флагом и считают его символом единства и солидарности. Они подчеркивают, что флаг Южной Осетии является одним из важнейших элементов национальной идентичности, который объединяет всех граждан республики. ما درستج فرستنبول كتسودي هاوم يوصلوا موجودي كوشتلينا أما هاوتسلينا مانا يساقونجل خيان فابريكا كتسي هاور دم باتسدي اسمه هاوم نزاقاس بودا مزد سال در ترسا باخدوی ما هاور دگیسته ایرون آدم سترسا راید دوی نپرخی نقن ایرستونل. В день государственного флага многие жители Южной Осетии выходят на улицы, украшенные флагами, чтобы вместе отпраздновать этот важный день. Проводятся различные мероприятия, включая концерты, ярмарки и выставки, посвященные истории и символике флага. Лена Газаева, Азамат Кодзиев. Информационный выпуск сегодня.
День государственного флага отметили и в общеобразовательных учреждениях республики. В первой и второй школах прошли интересные познавательные мероприятия с участием учащихся. В честь праздника под звуки осетинского гимна школьники подняли флаг. Подробности далее. Ко Дню государственного флага педколлективе учащиеся первой средней школы подготовили праздничное мероприятие. Организаторы отметили, что цвета осетинского триколора – белый, желтый и красный – были выбраны не случайно. У каждого цвета свое значение. История утверждения осетинского триколора как государственного символа началась с 1989 года с зарождением борьбы нашего народа за независимость. Высоко поднимая осетинский флаг, наши ребята боролись за свободу и независимость родной земли. В честь праздника под звуки осетинского гимна школьники подняли флаг. Своих воспитанников поздравила директор школы Русудан Губозова. Надо ценить то, что нам досталось такой дорогой ценой, ценою жизни многих молодых ребят. Наш флаг, герб и гимн говорят о нашем патриотизме, о том, что мы осетины, потомки великих народов. Дорогие дети, уважаемые коллеги, гости нашей торжественной линейки, поздравляю вас! Будьте всегда патриотами. Любите свою родину. В жизни каждого государства. Без них государство не может существовать. Флаг осетинский. Песня Арианы Парастаевой. В свое время, когда началась война, противостояние, эта песня вселяла в нас надежду на будущее, давала нам силу. Она нас окрыляла, и мы знали, что мы придем к победе. Во второй гвардейской школе состоялось мероприятие в честь Дня государственного флага республики. Все учащиеся и преподаватели собрались на торжественной линейке во дворе школы. С раннего утра царила особая атмосфера. Торжественное поднятие флага во второй гвардейской школе стало знаковым событием для всех присутствующих. Оно напомнило каждому о значимости символов и единстве разделенного осетинского народа. Старшеклассники под национальный гимн внесли государственный флаг. Во время церемонии было отмечено символическое значение флага. Речь шла о том, что он объединяет всех, независимо от возраста, национальности или социального статуса, являясь символом нашей истории, культуры и национального духа. Для каждого, кто стоит во дворе этой школы, кто живет в этой республике, маленькие, большие, взрослые люди, граждане Осетии, осетины и не осетины. Для каждого из нас этот трехцветный флаг – это наша гордость, это наша радость, это наша песня, наш каждый шаг в нашу новую смелую жизнь вместе с нашей республикой. В завершении торжественной линейки ученики выпустили в небо воздушные шары 3 цветов национального триколора. Лена Газаева, Азамат Кудзев. Информационный выпуск сегодня.
33 года назад Южная Осетия открыла новую главу в своей истории. 20 сентября 1990 года решением Совета народных депутатов Юго-Остинская автономная область была преобразована в Юго-Остинскую Советскую Демократическую Республику. И сегодня, во многом благодаря уникальной исторической проницательности депутатов и их непоколебимой вере в справедливость, проявивших мужество и истинный патриотизм, Южная Осетия – независимая, стабильно развивающаяся государство, открытое новым смелым идеям и перспективам, сохранившее самобытность культуры и бесценных духовных традиций. То, что произошло 33 года назад, оно в действительности показало и открыло новую страницу в истории уже Республики Южная Осетия. Нужно вспомнить обязательно то, что происходило 33 года назад. В этот день Совет народных депутатов принял одно из самых важных и значимых и геополитически важных решений для всего остинского народа. Было принято решение о создании Советской Демократической Юго-Остинской Республики в составе СССР. Я хотел бы заметить и тот факт, что автономная область Южная Осетия, входившая в состав Грузинской ССР, не изъявляла желания выхода из состава СССР, а наоборот изъявила желание остаться в составе СССР вот на таких правах Советской Демократической Республики. На мой взгляд, это, скорее всего, один из единственных случаев, когда разваливался СССР, и одна из таких маленьких автономий изъявила желание остаться в составе СССР. И, на мой взгляд, это одна из самых главных дат, День Республики Южная Осетия, когда мы чествуем, когда мы проводим военный парад, когда мы в школах, в университете говорим нашим детям, студентам, что это действительно новая страница в истории Республики Южная Осетия, которой исполняется 33 года. На мой взгляд, за эти годы произошло очень много важных событий. Это решение привело к началу военных действий. Помните, буквально через год началась Грузино-Остинская война, которая продлилась очень долго. Мы знаем вехи в истории, когда и в 2004 году была агрессия, в 2008 году была агрессия. И все это завершилось тем, что 26 августа 2008 года президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев принял и признал как раз-таки наш день рождения. Поэтому это наша республика, которая создавалась 33 года назад, существует и продолжает жить и развиваться. Высокие награды в честь 33-й годовщины провозглашения республики. В преддверии праздника глава государства Алан Гаглоев отметил труд ряда сотрудников ведомств, министерств и организаций. Вначале словами поздравлений всех собравшихся поприветствовал президент. Стелла Бязрова с подробностями. На торжественное вручение государственных наград собрались представители различных отраслей, добившихся лучших результатов в своей деятельности. Президент поздравил собравшихся с Днем государственного флага и Днем Республики. Szóval tudni. Hát borzsinattára se tereszőben rajztam. Többire találják zsinat. Már ne isztőre, nem a vős isztőre sachonom bőjdencs. Usapották tenni a füzet. Ne tereszői me bosztú. Szomdár nem störverek bunú. Хабор Республика просит теста, и вода, что не стал зрошить,
Очередное воинское звание генерал-майор получил министр обороны Марат Павлов. Звание генерал-лейтенант удостоен министр внутренних дел Алан Гучмазов. Он начал свою трудовую деятельность в органах, будучи совсем молодым, и за годы работы добился значительных успехов, подчеркнул президент. В числе награжденных представители Министерства финансов и экономического развития, контрольно-счетной палаты, Комитета по молодежной политике и спорту. Вахтанг Валиев много лет занимается тренерской деятельностью, готовит для Южной Осетии профессиональных спортсменов-рукопашников. Его труд не остался незамеченным. Он стал заслуженным тренером Республики Южная Осетия. Высокие награды из рук президента получили и наши коллеги. Алан Схавребов, заместитель директора телевидения по радиовещанию, удостоен почетной грамотой. Ведущая авторских передач ГТРК ИР Марина Санакоева получила звание «Заслуженный журналист Республики Южная Осетия». أما شكوست وارزم وشكوستن دتم نتختم كيزا بنيقا منان ديتهم قابون خصوص قن ما كستني والله سميدا كيسار كدوي ويفتجاج در نديريكتيا قدر قايرا وما دخيستر دكنا أركنا دكستن دكنا أركنا وتن نجوا در инсталляции тани соркен чистого магазка. На сайрок дар, а главный зритель, главный судья, телезритель. Благодарственными письмами и почетными грамотами отметили нелегкий труд и представители юго-остинского предприятия хлебобулочных изделий. Среди них подсобница Генриетта Теблоева. 17 лет. Ашахистар мадаш танцховребов Вадим Шотаевич мама абулиогдар Афкам джабах каржин канама Юс вазирам даже Эдмел хас наводен хай покажи Гузмек на правительство на директора. Глава государства еще раз поблагодарил каждого за достойный вклад в развитие и процветание республики. Стелла Бязарова, Сармат Гузитаев, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня. За большой вклад в развитие юго-остино-российского сотрудничества в области культуры президент Алан Гаглоев наградил орденом дружбы министра искусства и культурной политики Ульяновской области Евгению Сидорову. В свою очередь Сидорова поблагодарила президента за теплый прием и зачитала благодарственное письмо от имени губернатора Ульяновской области. Президент Алан Гаглоев принял министра искусства и культурной политики Ульяновской области Евгению Сидорову. Она прибыла в республику вместе с государственным ансамблем песни и танца «Волга», который выступил с концертной программой ко Дню Республики. Глава государства поблагодарил Сидорову за тесное сотрудничество в сфере культуры. Сегодня государственный праздник, День национального флага. Завтра у нас очередной государственный праздник. День провозглашения независимости республики. Поэтому нам очень приятно, что вы в такие знаменательные дни приехали и вместе с нами празднуете и разделяете вот этот праздник. Спасибо вам огромное. Евгения Сидорова поблагодарила президента за теплый прием и зачитала благодарственное письмо от имени губернатора Ульяновской области Алексея Русских. Уважаемый Алан Эдуардович, дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с Днем Республики Южная Осетия. Мужественные, настойчивые, талантливые, трудолюбивые жители Южной Осетии достойно проходят
через все испытания хранят преданность многовековым традициям и несут ответственность за свою родину. Наши народы и государства связывает верность великой истории, нравственным идеалам и принципам гуманизма. За большой вклад в развитие юго-российского сотрудничества в области культуры Евгения Сидорова награждена Орденом Дружбы. Спасибо. Евгения Сидорова рассказала о дальнейших планах взаимодействия Министерств культуры Южной Осетии и Ульяновской области, отметив, что впереди много интересных и важных событий. Стелла Бязарова, Сармат Гузитаев, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня. Очередной подарок юго-осетинскому зрителю. В рамках тесного сотрудничества между Министерствами культуры Южной Осетии и Ульяновской области столицы с аншлагом прошел концерт ансамбля песни и танца «Волга». Творческие коллективы не впервые в республике и каждый раз создают атмосферу праздника. Впечатлениями делится Стелла Бязарова. На сцене Госдрамтеатра с успехом прошел концерт ансамбля песни и танца «Волга». В рамках программы коллектив представил свои лучшие вокально-инструментальные и хореографические композиции, показал всю красоту и разнообразие творчества народов, проживающих на территории России. Танцы, мелодии и песни народов Поволжья радовали жителей и гостей Южной Осетии. Каждый номер ансамбля «Волга» сопровождался громкими аплодисментами. Атмосфера праздника царила в зале Государственного театра. На концерте присутствовали министр культуры республики Рада Дзагоева и министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова. Рада Дзагоева отметила, что приезд коллектива – значимое культурное событие для республики. Этот праздничный день, наш праздник, к нам сегодня приехали разделить вместе с нами наши дорогие гости. Я рада приветствовать на земле Южной Осетии свою коллегу, министра искусства и культурной политики Ульяновской области Евгению Евгеньевну Сидорову. И один из лучших творческих коллективов Ульяновской области – государственный ансамбль песни и танца имени Ионова «Волга». Новый импульс сотрудничества между Министерствами культуры Южной Осетии и Ульяновской области был дан осенью прошлого года. С тех пор идет тесное взаимодействие, которое будет продолжено и дальше. Огромную благодарность своей коллеге, большому другу Южной Осетии Евгении Евгеньевне за ее готовность к сотрудничеству, за те усилия, которые она прикладывает к тому, чтобы наши взаимоотношения укреплялись, и культурное сотрудничество наполнялось глубоким смыслом. Более 2 часов насыщенной концертной программы. От имени президента Алана Гаглоева коллективу вручили корзину цветов. Министр искусства и культурной политики Ульяновской области рассказала, что в планах расширить взаимодействие и продолжить обменные культурные мероприятия. Продолжим сотрудничество, потому что мы его начали весьма плодотворно. Мы год прожили, были друг у друга в гостях с Днями культуры. И в ближайших планах у нас, конечно, театральная история, потому что у нас есть несколько театральных фестивалей интересных, куда, конечно, мы будем приглашать драматический театр имени Кустахи Тагурова, поскольку давно эти творческие связи сложились уже между театром вашим и ульяновскими театрами. Ну и, конечно, мы будем смотреть, что еще хотелось бы увидеть в вашей публике. У нас очень много государственных профессиональных коллективов. Это Большой симфонический оркестр, оркестр народных инструментов, духовой оркестр, есть маленькие коллективы. У нас есть совершенно замечательный, потрясающий, 8-кратный чемпион мира детский эстрадный балет «Экси».
Ситон. Это визитная карточка нашего региона. Поэтому, конечно, мы готовы будем обсуждать с министром культуры Южной Осетии наши планы, перспективы. Концерт ансамбля «Волга» был приурочен ко дню провозглашения республики. Стелла Бязарова, Азамат Кудзеев, Альдина Чехоева, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня. В честь праздника на Привокзальной площади прошла ярмарка продуктов сельского хозяйства. Дары природы представили 2 района республики и город Квайса. В основном продукты, на которые большой спрос. Все желающие имели возможность приобрести экологически чистую продукцию. Кроме того, завтра, в День республики, жителям будет предоставлена возможность ознакомиться с колоритом национальной кухни на Остинских подворьях, где примут участие уже все районы. Ярмарка продуктов сельского хозяйства была проведена на Привокзальной площади столицы. Свою продукцию представили 2 района – Знаурский и Ленигорский, а также город Квайса. На ярмарке представлены сыр и мед из высокогорных селений республики. Именно эти продукты пользуются большим спросом среди населения. Литровый 1200, 300, 700 граммовый 900 рублей. Верцуя стам, верцуя цойну сельсовитай. Олос дарваям, я моргой дарваям. Пройшов же шипляги витошхой. Отборы. Дарваям. Можно понять, что никакой фасива вам что набор. Эти офтаджаваха что дарчиваю и ма ишито уже однако. Живая рыба, картофель, осетинский сыр – вот основные продукты, которыми гордится город Квайса. В линейке продуктов также напитки. Сегодня главным продуктом Ленигорского района стало мясо. Покупателей на него было хоть отбавляй. Чи виски уже, чи касок дора, мана касок дар лостом, живой касок, виски дар лостом, хофтамо мана фазаджи шетелегвай, хсенцета человита, хофта дортар, найкухаше бофта дисо шелз фазаджи, аудинай мохтар лостом, койсок шехт мед, насаужма мана бимбастакта дар фину. Завтра, 20 сентября, все районы республики представят дары осени на подворьях, организованных ко Дню республики. Жители смогут полакомиться традиционными национальными блюдами на Театральной площади. Анжела Кукоева, Регина Черткоева, Рауль Кочиев. Информационный выпуск сегодня. Завтра, 20 сентября, Южная Осетия отметит одну из самых важных дат новейшей истории – День республики. В столице пройдут культурно-массовые мероприятия. За безопасностью граждан и дорожным движением будут следить сотрудники правопорядка. Министерство внутренних дел будет нести службу в усиленном режиме. На весь период празднования разработан план организационно-профилактических мероприятий. Сотрудники Министерства внутренних дел переходят на усиленный режим несения службы. В праздничные дни в охране общественного порядка будет задействовано более 500 сотрудников милиции. Особое внимание будет уделяться обеспечению безопасности дорожного движения, выявлению и пресечению фактов нарушения ПДД и общественного порядка. Modata kalmok šalistu ušibinata razvarto poskožiste milicija mogodni sođe korde sobota makinologta stejula ujma imanođe sarmogun uzdort zdachtar šalđinis fandokun zmaldma počahodun autoinspektor za sa uzdorđeste šamaj fandokun zmalde fatkojta hadmošavi.
На период праздничных мероприятий разработан план организационно-профилактических мероприятий. Сделан расчет привлекаемых сил и средств. Сотрудники органов внутренних дел обеспечат общественный порядок на всех культурно-массовых мероприятиях, приуроченных к празднику. Также 20 сентября будет перекрыт ряд улиц. Сотрудники МВД призывают водителей с пониманием отнестись к усиленным мерам безопасности и посещать праздничные мероприятия без автотранспорта. Stalin met aboloven kemikön csús benatna, Stalin na abajt vasu kemikön chavi. Doktor Manoje akad fendakoz már akad Shavjin Stalin ingel, Putin ingel, Kharibati sakoven már. Ausz benatnak oma na gort teatralon fazlate, vart Shavjin fsattun parad már. Falugędzsítő demonstracji helmegeszke. Nasemei nadam makura nasemei borgázsán ravisző na ushibun, aushafun semei sa hatulgatan noji sa hajartın nasemei kohay boşavi şey muhandar na podrahodon автоинспекторзан sa kostkezet farugdarva. Также 21 сентября в республике отмечается религиозный праздник День Святой Богородицы. Дополнительные посты будут выставлены во всех районах республики. Нарушители правил дорожного движения и водители, управляющие автотранспортом в нетрезвом состоянии, будут привлекаться к ответственности. Агунда Гобозова, Регина Черткоева, Аида Кочева. Информационный выпуск сегодня. Осетинский спортсмен Заурбек Сидаков стал трехкратным чемпионом мира по вольной борьбе. В финальной схватке весовой категории до 74 килограмм северостинский борец победил американца Кайла Дейка со счетом 10-7. Соревнования проходят в столице Сербии Белграде. 27-летний Сидаков выиграл третью золотую медаль на чемпионатах мира. Ранее он побеждал на турнирах 2018 и 2019 годов. Является чемпионом Олимпиады в Токио 2020 года. Заурбек Сидаков завоевал вторую золотую медаль для российской команды на текущем чемпионате мира. Чемпионат мира по борьбе завершится 24 сентября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике преимущественно переменная облачность. В Знаурском районе днем плюс 20, ночью 9 градусов тепла. В Цавском районе днем плюс 18, ночью плюс 7. В городе Квайса днем плюс 18, ночью 7 градусов тепла. В Ленигорском районе днем плюс 21, ночью 9 градусов с плюсовой отметкой. В столице республики в Цхинвале днем 20 градусов тепла, ночью плюс 8. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Чуева. Желаю вам всего доброго и до свидания.